Ҳаҟоуп илырныхаҿы иахьа ара имҩаԥысран иҟоуп еиуеиԥшым ажәлақәа рыхныҳәара аныҳәаҩ-ԥҳәыс Асида Матуа-ԥҳа Чхебелиа рҭаца амч ӷәӷәа змоу шәеиҳараҩык дырдыруазар ҟаларын Жора аԥсаҭа шкәакәа Ачымчыра ақалақь аҟны инхоз сара ихьӡ ижәла Георги Ардбела ҳәа акәын ишыздыруаз, аха иахьа еилыскааит Асида лыла Қырҭбаиақәа дышреиуаз дшаԥсуа ҳалшьҭраз уи анаҩс еилаҳкаараны ҳаҟоуп. Итак, мы находимся в могущественном абхазском святилище Еларныха. Прибыли буквально минут 10-15 назад, и сегодня должно быть проведено моление целого ряда фамилий. 4 или 5 фамилий семей здесь находятся. Моление проводит Асида Матуа, чхебелевская невеста. Силы и правила, саму программу проведения этих молений передал покойный Георгий. Там вы видите представителей фамилии Зарандия, которые также проводят сегодня моление. Аншол Бхарат, Албхарамазай. Аншан жадуется сильно. Апаем башка срыгро. Яша Албхараман и Хабрейс Зайс. Акиш Мариюкой. Анна Бхаджа. Алиса. Албхашумана. Агубхашумана. Агубзиран шейшита. Тарах пшуц пшую бениколит. Анчадуд засумухой. Лапхала Акиш Маричкуни и Хасрата. Яманшал Николарата. Ихой юхши и куитна. Ацарам шийцарата. Анчат қайцат анчадуд засихо. Арамарахиад. Арыгрых дукургишна. Зигимпаца маншал Николаратан шей қайцат анчадуд засихо. Алиса ан лагузар. Агубзир лымазат. Агуамч лымазат. Лухчкурад зарада бхамкона. Зигилмпаца маншал нан шей қайцат анчадуд засихо. Лапхали бхасрата. Лухчи барей. Шийгымкона. Шуажлар шрыгымкона. Амин. Школарцын шасибот. Яцыкылыны хебра яйс. Албха шумазат. Агубха шумазат. Пышклас шморат он шей қайцат анчадуд засихо. Зигилмчалниш забала. Сейчас обводят козла белого цвета и полностью обводить круг нельзя. Вот вы видите, он подходит с одной стороны и уводит козла в другую сторону. Ну, это так положено. И так происходит, насколько мне известно, 3 раза. Я сам являюсь свидетелем тому, что моление
проведенные Асидой Матуа, они имеют огромную силу. И реально в жизни фамилии, семьи, которая молится и которую отмаливает Асида, эта семья действительно получает благодать от Бога. Это проявление абхазской, не языческой, а монотеистической, дохристианской и доисламской религии. Абхазы действительно знали единого Бога, и это было до VI века, это было до IV века. Почему VI век? VI век является веком массового распространения христианства на территории Абхазии. Алиса Абгаджава, невестка рода Кишмария. Наши подписчики и зрители моего YouTube-канала великолепно знают и вашу фамилию, и фамилию вашего мужа. Кишмария, насколько мне известно, убыхская фамилия. Что вас сюда привело? Скажите мне, пожалуйста. Состояние ребенка, вот мы бегали по врачам. Его? Да, вот именно его. Как зовут? Наш Исмаил. Инар? Нарк. Нарт. Нарт. Нарт Кишмария. Ему было плохо. Когда это все 11 началось? месяцев. Он потерял сознание, ему становилось плохо, у него началось... 11 месяцев назад? В 11 в 11 месяцев. Ему стало плохо, да, и вот мы начали бегать по врачам, и врачи нам чем-то помогли, потом мы начали по церквям, и, как говорится, по-абхазски, по всему, к Асиде мы попали... Чуть погромче. Да, попозже в этом году, потому что мы не слышали, не знали, нас никто не мог направить. Куда бы Сколько мы ни ему шли. лет сейчас? Сейчас ему 8. 8. Что говорили врачи? Да, ну это были судороги. Ну, врачебные. Он говорит, судороги, мы вылечили это все, а потом он начал терять сознание опять уже вот полгода назад. И уже мы начали искать причины, почему поехали опять к врачам. По его состоянию у него все хорошо, врачи говорили, что у него ничего нету. Он моргал очень сильно, мы думали, это нервное. Опять поехали к врачам, нервопатологам и всем. Он говорит, это не лечится. Но мы уже смирились с мужем, думаю, может быть, искать еще выходы какие-то. Когда вы начали обращаться к батюшкам в церкви? Одновременно? Да, вот с года уже. Вот с года уже с вы годика начали. Мы его покрестили и начали по церквям, и Бога простить, и причащение. Что говорили священники? Помогали, как могли, тоже помогали. Помогало? Да, тоже помогала, правда, да, но вот, но ненадолго, все равно Ненадолго. он берет нет. А насколько помогало? Сколько времени помогало? Он, сознание не терял. Судорог у него, конечно, уже и не было. И спал он хорошо, у него нервных депрессий не было. Он мог кричать непонятно за что, нервничать, перепады настроения. Что, нервное все, не знаю. Что-то попроще начинает кричать. У него еще 2 братика. Общий язык они не могли находить. Он вспыльчивый. Вот это вот все, одно, другое ты не замечаешь. Потом, нам когда посоветовал... Естественно, вы ужасно все это переносили. Это ужасно, это очень тяжело, ребята, Да, когда тяжело. ты не понимаешь, что ты должен И сделать. когда вы ничего не узнали помогает. об Асиде? Об Асиде мы узнали в этом году. Мы в этом году узнали. На каком этапе вы сейчас находитесь? Предпоследняя. Предпоследний этап. Предпоследняя. Сейчас как себя чувствует дорогой Нарт? Он перестал вообще моргать. У него он вот так вот делал постоянно. Он перестал моргать, он успокоился. Вот эта вспыльчивость и вот это нервное состояние исчезло. И нормализацию сколько вы уже чувствуете? Вот Сразу второй. после того, Да, как вы начали? Как мы начали, вот 2-й, 3-й раз, вот мы к ней поехали, она там просила Бога, там и свечку надела за него. Вот после этого сразу мы видели Сейчас разницу. как ты себя чувствуешь? Нальчик, как ты себя чувствуешь? Хорошо. Зюма? А ей? Апшудрома. Аримадзе.
А цара Бауцо? Где ты учишься? Апсошколто. Района Чусума? Апсошкол, район Чесо, Да, Нахуа. новый район. Кем ты хочешь стать? Фара, Какие предметы тебя больше всего интересуют? Математику любишь? контрольные, Контрольные пишешь? Работы пишет, что делать? Не списываешь? Нет. Историю любишь? История у него не в 2 классе только. Ой-ой-ой, он во 2 маленький у классе. нас еще, там такой рослый сам- просто. Я как историк Он у нас сразу рослый парень, по истории да. думаю. Он говорит, буду врачом. Буду Очень всех хорошо. лечить. Дай Бог. Дай Бог. Я не сомневаюсь в том, что у вас все будет хорошо. Огромного счастья. Анасып всей расчет, Анфил Пхашумазайт, Табук Табук. в целом.